Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас в четвертой четверти первый урок в 4 классе. Урок родиноведения. Ребята, откройте, пожалуйста, страницу 86, параграф 25. Тема сегодняшнего нашего урока – соседи Кыргызстана, Китайская Народная Республика. Цель нашего урока – познакомить с государственной символикой Республики КНР, особенностями территориального положения, природы, образом жизни и традициями народов соседнего государства, развивать толерантное и уважительное отношение к традициям народов разных национальностей. Ребята, до сегодняшнего урока мы познакомились с соседними государствами Кыргызстана. Это Казахстан, Узбекистан и Таджикистан. У каждого государства есть свой флаг и герб. Сегодня мы будем изучать герб и флаг Китайской Народной Республики. Флаг, красный цвет китайского флага, символизирует революцию. В верхнем левом углу пятиконечные желтые звезды, самая большая из которых обозначает Коммунистическую партию Китая, а 4 остальных – этнические группы страны. Желтый цвет звезд обозначает светлое будущее социализма. Герб изображен в виде круга, края которого увиты колосьями пшеницы, символизирующими крестьянство. Вверху изображены 5 пятиконечных звезд, как и на флаге. Внизу герба помещено зубчатое колеса, символ рабочего класса. В центре герба изображена площадь в городе Пекине, на которой возвышаются ворота Тяньаньмынь, что в переводе означает «ворота небесного спокойствия». Эти ворота символизируют древние традиции китайского народа. На востоке и юге-востоке Кыргызстан граничит с Китайской Народной Республикой. Город Пекин – самый прямоугольный город в земле. Все основные улицы идут строго с запада на восток и с севера на юг. В старейшей части Пекина расположен запретный город, комплекс дворцов китайских императоров. Теперь эти дворцы и парки стали музеями. Пекин – образец для всех китайских городов. Самый большой китайский город – крупнейший морской порт Шанхай. Китай – крупнейшее по численности населения государство мира и занимает 3-е место в мире, по территории уступая лишь России и Канаде. Большая часть китайцев в сельской местности. По территории Китая протекают 2 великие реки – Хуанхэ и Янцзы. Хуанхэ в переводе «желтая река», спускаясь с гор, несет с собой легкие плодородные почвы. В долине этой реки с древнейших времен зародилось земледелие. Китайская цивилизация развивалась самобытным путем. От других цивилизаций ее отделяли непроходимые горы и пустынные области. Для защиты от кочевников была построена Великая Китайская стена. Ребята, сегодня на уроке у нас появилось новое слово «кочевник». Запишите в свой словарный запас это слово. Что означает кочевник? Это люди, которые ведут кочевой образ жизни. Сегодня Китай – одна из самых быстро развивающихся стран мира. Они достигли больших успехов в легкой промышленности. Китай превратился в обувную и швейную мастерскую для всего мира. Вместе с тем здесь бурно развивается компьютерная промышленность, ведут активные космические исследования. Ребята, а теперь возьмите домашнее задание. Прочитайте текст несколько раз внимательно и ответьте на вопросы. Какие реки протекают в Китае? Какие изобретения пришли в мир из Китая? Какова роль современного Китая в мире? Используйте дополнительную литературу, расскажите о флаге и гербе Китайской Народной Республики. А теперь я хочу дополнить к нашему заданию. Все мы знаем, что в конце 2019 года, в начале 2020 года появилась страшная болезнь коронавирус, которая распространилась по всему земному шару и дошла до нашей республики. К
Кыргызстан. Очагом эпицентра коронавируса стала Китайская Народная Республика с крупнейшими городами Ухань и Хубей с 11-миллионным и 12-миллионным населением. Но несмотря на быстрое распространение этой болезни, которая унесла жизнь нескольких тысяч людей, Китайская Народная Республика вышла из карантина за 3 месяца и победила эту страшную болезнь только благодаря дисциплине и подчинению закона государства Китайской Народной Республики. Ребята и родители, давайте и мы тоже будем дисциплинированными и подчиняться закону нашей страны. И тогда все мы тоже в скором времени выйдем из карантина и победим эту заразу, как наши соседи Китайская Народная Республика. Здравствуйте!